Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутии в эти дни работают участники климатической экспедиции. Это видные российские ученые, руководители крупных научных учреждений страны. Они не только обсуждают актуальные вопросы изменения климата и его влияния, но и проводят полевые работы. Сегодня гость нашей студии Александр Гинзбург, главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова, научный руководитель проекта «Климатическая экспедиция». Александр Самуилович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие климатические проблемы волнуют сегодня ученых и какие из них обсуждаются в эти дни в Якутии? Ученых очень давно волнуют климатические проблемы. Это десятилетие, скажем, середины 20 века. Это одна из самых актуальных тем научных в области широкого спектра наук о Земле. Среди всех других она выделяется тем, что в настоящее время происходят очень быстрые изменения. Не то, чтобы климат не менялся. Климат менялся всегда. И ничего в этом в истории Земли особого нету. Но последние десятилетия, последний 20 век, климат меняется значительно быстрее, чем за предыдущую историю. И хотя были в земной истории эпохи, когда было и намного теплее, чем сейчас, но, по крайней мере, достоверно неизвестно о периодах, где так быстро теплело. Поэтому этот вопрос очень волнует ученых. Волнует в глобальном масштабе. В глобальном масштабе самый главный вопрос в том, что какая доля этого процесса глобального потепления зависит от природных циклов, природных колебаний и от деятельности человека. В общем, такой научный консенсус, научное согласованное мнение состоит в том, что примерно половина того, что сейчас мы наблюдаем, повышение температуры в мире, связано с деятельностью человека. Потому что все, что делает человек, это плохо для климата. Ничего хорошего для климата человек не делает. Выбрасывает парниковые газы, сжигая ископаемое топливо, распахивает земли, меняет там водный баланс поверхности, загрязняет поверхность суши и океана, меняя тем самым потоки солнечного излучения, сколько там отражается и сколько поглощает солнце. То есть все, что делает человек, для климата скорее плохо, чем хорошо. Другой вопрос, какова доля. И вот это является очень важной проблемой. Второй, и, может быть, даже более важной в нашем случае проблемой, являются региональные проявления глобальных изменений климата. И тут, как сказать, огромное поле для деятельности и ученых, и местных специалистов, и местных властей. Главное понять, как вот эти глобальные проявления. Что мы знаем? Что в средних и тем более низких широтах это потепление не такое сильное, как в высоких, в нашем случае арктических широтах. И поэтому Сибирь и вообще север Евразии и Америки наиболее подвержен климатическим изменениям. В этом смысле Якутия является ключевым регионом для изменения, для обсуждения проблемы влияния глобального изменения климата на региональный климатический процесс. Ну и как глобальное потепление влияет на криолит-озону и многолетние мерзлые породы в Якутии? Вот это мы пытались понять. Потому что, конечно, мы участвуем во многих конференциях, и российских, и международных, и слушаем и сибирских, и якутских, в том числе ученых. В Якутии, как вы хорошо знаете, очень сильно развита академическая наука. Я даже не буду перечислять институты. Но нашим хозяином в первый день был Институт мерзлотоведения, и очень много хороших работ. Но когда мы съездили
в Черопчинский район и посмотрели вот эти аласные территории, то мы совершенно по-другому стали понимать, видеть, что на что влияет. И дело не в том, что мы этого не знаем, а дело в том, что то, что ты читаешь или даже смотришь телевизионный ролик, это не то же, что ты видишь живьем. А вот вчера у нас было заседание в Бизанарии, и были представители лесного и водного департамента Министерства экологии, и возник очень интересный вопрос о половодье, истоке Лена и других якутских рек. И мы стали допрашивать вот замечательную даму, которая руководит этим департаментом. И что у вас с осадками? Осадков у нас очень мало. Осадков как было, так и есть. А сток Лены растет. И вот мы как-то даже вроде и специалисты развели руками, не сразу понятно, о чем идет речь. И потом, грамотные якутские специалисты нам объяснили, и мы это хорошо поняли, что осадков столько же, а мерзлота тает. И от этого воды в Лене становится больше. То есть вот есть два источника для увеличения стока. Это осадки, которые остаются такими же, и таяние вечной мерзлоты, которое меняет, даже мы не говорим про, мы всегда говорим про провалы, про вот эти самые всякие ужасные разломы в Черопчинском районе, Батагайская знаменитая впадина, которая настолько знаменита, что она в мире считается главным проявлением вот, влияния климата на деградацию мерзлоты. Но оказывается, такие более тонкие, детальные вещи в климатической системе проявляются в Якутии очень сильно. Ну вот, кстати, участившиеся лесные пожары – это тоже результат таких изменений природы? Насчет лесных пожаров вопрос очень сложный. Давайте прямо скажем, что лесные пожары – это, конечно, вещь неприятная, но некоторые считают, что без лесных пожаров не так бы циклическое развитие леса происходило бы, потому что в мире должно быть циклы жизни, и если перестой, очень такие старые леса, они никогда не горели, то это плохо, в том числе и для климата, потому что леса – это легкие планеты, как мы говорим, и леса поглощают углекислый газ, и очень важным являются, как сказать, смягчителем климатических изменений. Но это молодые леса, а старые леса не помогают нам бороться с изменением климата. Поэтому лесные пожары в каком-то смысле нужны, но, к сожалению, они происходят не там, где нужно, и не так, как нужно. И вот лесные пожары – это вещь очень тонкая. Я бы побоялся сказать, что лесные пожары – прямое проявление изменения климата, но они сами влияют на и климатические процессы, и все такое прочее. И, конечно, в Якутии особенно важно как-то заниматься этим не на общегосударственном, а на региональном уровне, потому что только специалисты Якутии в данном случае, или Красноярского края, или Тюмени, знают, как нужно обращаться со своим лесным хозяйством. И тут очень много тонких вопросов, которые требуют не только научного изучения, но административного правильного управления и большого общественного внимания к этому вопросу. Ну, как будут обобщены результаты вашей экспедиции, той конференции, которую вы сейчас обсуждаете? Какой результат вы хотите получить? Мы хотим... Идея нашей климатической экспедиции не то, что приедет там несколько человек и вдруг узнает то, что замечательная команда якутских ученых-специалистов до сих пор не знали. Это было бы наивно и глупо так думать. Наша цель совсем другая.
Наша цель, поскольку мы представляем Российское экологическое общество, у которого есть подразделения в большинстве регионов России и достаточное представительство, например, в общественно-деловом совете национального проекта «Экология», с помощью, ну как сказать, через центр, как у нас все в стране делается, через Москву, через федеральные ведомства и общественные организации донести проблемы, вот в данном случае якутские, до широкой общественности, до людей, которые управляют, ну скажем, в данном случае национальным проектом «Экология». Вот в чем цель нашей экспедиции, и мы надеемся, что следующий этап нашей экспедиции будет такой. Мы будем работать в представительстве Якутии в Москве и приглашать туда разных специалистов и компании, которые работают в Якутии, и федеральные научные учреждения, и федеральные органы власти, и представительскую власть и так далее. А следующий этап будет помощь планируемому пока по-прежнему на следующий год климатическому саммиту Арктического совета, который должен пройти в Якутии. И Российское экологическое общество планирует выступить соучредителем этого форума. Времена сейчас сложные, посмотрим, что получится. И, наконец, в 2024 году мы хотим организовать, если будет такая возможность, уже полевые исследования в Якутии, привести московских и из других регионов там, студентов, аспирантов, молодых специалистов, чтобы они здесь поработали и подвести итоги. Так что у нас не разовый выезд там, 5 московских специалистов и общественников, а идея такой вот климатической экспедиции Российского экологического общества в Якутии на 3 года, 22, 23, 24. Именно так записано во всех документах совместных руководства Республики Саха и Российского экологического общества. Спасибо. Александр Самуилович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей большой плодотворной работе, чтобы она обязательно пошла на пользу нашей Республики Саха-Якутия. Мы будем очень стараться. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.